поссорились, поругались, там даже и подрались, допустим, и в гневе сказали друг другу очень нехорошие слова. Вот две группы бывают, да, одна группа того разнимает, другая группа этого разнимает. После вашей драки он про тебя еще столько сказал. Он сказал еще с тобой так-то сделаю. Это очень подлый поступок. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые братья и сестры, сегодня хочется рассказать из книги Рияду Салихин, книга известная на языке у всех, эта книга на русском названии ее «Сады праведных», автором которой является имам Навави, рахимахуллаху та'аля, глава «Бабу фи баяни касрати турукин хайр», глава о том, что многочисленные пути совершения благого, то есть благих, хороших деяний, очень многочисленные пути есть. Если мы иногда думаем, что для того, чтобы совершить какое-нибудь благое, хорошее дело, там, нужно быть богатым человеком, иметь большие средства, там, построить мечеть большую, там, дорогу там, и так далее, это хорошо, конечно, но если таких средств нет, такого положения у человека нету, он не ограничен для того, чтобы мог совершать благое, потому что благое, хорошее дело, самая первая необходимость в этом, чтобы у человека была искренность. Искреннее, чистое намерение ради Всевышнего Аллаха, а Всевышний Аллах каждое деяние размером даже в пылинку, Он, Аллаху Та'аля, нам его засчитывает, будь то хорошее, будь то плохое, и в судный день за это тоже дает вознаграждение. И в Коране Всевышний Аллах говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, фаман я'маль мithqала зарратин хайран ярах, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ». Садакаллаху аль-азим. Кто бы не совершил благое, хорошее деяние размером в пылинку, маленькую пылинку, Аллах ему, он воздаяние за это Всевышний Аллах покажет ему в судный день. Но в то же самое время, кто бы не совершил плохое, не обязательно, чтобы огромный большой грех был, даже плохой размеру в пылинку, то же самое в судный день за это, конечно же, Всевышний Аллах покажет как бы наказание тоже за это. Поэтому здесь мы говорим о благом, и поэтому нам недооценивать любое благое, хорошее дело не стоит. Даже размером в пылинку воздание за него мы, иншаллах, увидим. В тафсире, толкование к этому аяту, Ибн Касир, рахимахуллах, говорит, что приводит слова матери праведных Аиши, разаллаху та'аля анха, где она сделала садака, дала милостыню размером виноградинку. Даже не гроздь винограда, а виноградинку. Ну, конечно, кажется, что это маленькая, да, вот, милостыня, но она сама говорит: а посмотрите, если по сравнению с пылинку, да, сколько там пылинок в этой виноградинке. Поэтому это тоже не считать, что там как бы, малым нельзя. Тем более, еще хадисы мы придем к этому. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, где говорит, что вы спасайте себя от огня ада хотя бы половинкой финика. Пускай женщины не считают маленьким, никчемным делать милостыню, например, там даже одно копыто от барашки, то есть давайте своим соседкам такие садака тоже, мы об этом еще поговорим, то есть не считать что-то маленькое как бы никчемным. Поэтому нам нужно стараться делать благое, хорошее. Вообще, иншаллах, здесь много интересных хадисов, высказывания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, иншаллах, видим. И более к этому пониманию мы тоже, иншаллах, придем. Абу Зар, радиаллаху анху, приводит хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Юспиху аля кулли сулама мин ахадикум садакатун, факуллю тасбихатин садакатун. وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان ويركعهما من الضحى». Имам Муслим передает этот хадис. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: каждый день, каждое утро становится обязательным каждому человеку делать милостыню за каждый его сустав. То есть у нас суставов человека 360 суставов, то есть суставы, где у нас гнутся пальцы, там шею можем двигать, тело можем двигать. Это очень огромное, большое благо от Всевышнего Аллаха. И благодарность за это ни'мат, за это благо от Всевышнего Аллаха, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, обязательно становится каждому за эти блага делать, значит, милостыню, садака делать.
Естественно, это не каждый же сможет, 360 и каждый день. Но тут же посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, нам подсказывает, облегчает нам. Что же говорит он? Факуллю тасбихатин садака. И каждый говорит, таспих, который мы делаем, то есть слово субханаллах, она уже встает вместо этой милостины. Факуллю тахмидатин садака. Каждая хамд, восхваление Аллаха, альхамдулиллах сказать, она тоже занимает место этой милостины. Вакуллю тахлилатин садака. И каждая, значит, тахлил, ля иляха илlallah сказать, она тоже занимает место милостыни. Вакуллю такбира садака. И каждый, значит, такбир, Аллаху акбар сказать, тоже она заменяет вот то садака, которое становится обязательным за тот ни'мат, за то благо, которое нам Всевышний дал. Амру биль ма'руф садака, то есть повеление благого, призывание к хорошему, в этом тоже, это тоже является милостыней. Ва нахью ани мункари садака, то есть удерживать людей от плохого. Вот, не давать совершать кому-то, тем более, если у тебя есть возможность остановить греховное что-то, вот, не соответствующее тому, что есть в этом довольство Аллаха, его тоже остановить, это тоже является садакой. И даже если это все ничего никто не сможет сделать, достаточно, говорит, от всего этого тоже, начиная просто садака, и даже если этот тасбих, вот эти вот зикры, которые мы сказали, не сможет сделать, 2 раката суннат намаза зуха. Вот. И вот это время зуха, мы знаем, наступает после поднятия солнца на размер копья до зенита солнца, это время продолжается. И 2 раката, ученые говорят, что самое меньшее раката этого намаза 2 раката, и до 8 ракатов можно совершать. Вот этот суннат намаз совершил человек, тот ни'мат, то благо, вот это вот суставы, которые у нас есть, Всевышним Аллахом, которые нам даны, он эту благодарность исполняет. То есть вот это ни'мат, благо, вот этих суставах тоже, конечно же, когда мы здоровы, мы не понимаем этого, но человек, возьмите, лежит парализованный. Или же у него одна часть как бы отключена будет, да, вот левая часть отнялась, или же правая часть отнялась, он не может руку поднять, он не может пальцы сгибать. Вот тогда, конечно же, вот такие люди больше поймут, какое это благо, какое это ни'мат от Всевышнего Аллаха. Поэтому благодарность Всевышнему за это. Посланник Аллаха говорит, делайте садака. Садака не можете делать, взамен садака, таспих, такбир, тахлил, или же 2 раката суннат намаза зуха. Вот это все ни'мат, благодарность Всевышнему Аллаху, она охватывает. Далее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе говорит, «Уридат алейя а'малу уммати, хасануха ва сайиуха, фаваджатту фи махасини амалиха аль-аза юмату ани тарик». Всевышний Аллах показывает, говорит, не показал мне все деяния моей уммы, то есть плохие и хорошие. Те деяния, которые мы совершаем, Всевышний Аллах нашему посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, показывает. Каким образом, как, ученые говорят, это только Аллаху известно, но посланник Аллаха о наших деяниях знает. Поэтому фаваджатту фи махасини амалиха, и я нашел, говорит, в хороших деяниях, которые мне Всевышний Аллах показывает из моей уммы, из моей общины, это, говорит, это человек, который убирает с дороги то, что мешает людям. То есть, будь то там ветка, будь то там высохшее дерево, там камень или еще что-нибудь, которое вредит людям, вот это убирает. Я нашел, говорит, увидел это, говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в числе из благих деяний. То есть нам о чем говорит? О том, что это нас побуждает к чему? К тому, чтобы мы не считали никчемным. Вот там идем по дороге, камень лежит, там ветка лежит. А что ее убрать? Посланник Аллаха подчеркивает вот это убирание того, что мешает дороге, где проходят люди, какого-то мусора, ненужного предмета. Это я увидел в числе хороших деяний. Вот. И поэтому нам тоже здесь пренебрегать такой, как бы, кажущимся маленьким деянием нельзя. Тем более мы еще другие хадисы почитаем, какое за это вознаграждение от Всевышнего Аллаха еще есть. А ваваджатту фи масави и амалиха аль-нухаату такун фи масджиди ла тудфан. И я нашел, говорит, в числе плохих деяний. То есть здесь как бы именно вот эти 2 примера посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, привел, потому что
как бы в быту людей это кажется, что это маленькое деяние. Вот убрать с дороги какой-то мешающий, это же мало, что его там убрать, не убрать, кажется там небольшое дело, за это тоже что-то воздаяние разве бывает раз. Да? И второе, говорят, из плохих деяний, которые человек может подумать, что это тоже там никчемное, разве это плохое деяние, за это разве это греховное деяние, вот так может подумать, это, говорят, плевок, да, это вот мокрота, которая, может быть, в мечети у кому-то вышла, и он не сдержался, и выплюнул его, и не закопал его там. То есть в те времена, во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не было ковров, не стелилось на пол ничего, вот пол был, на полу была земля, вот эта пыль. Если кто-то там не смог сдержаться, выплюнул, ему нужно было его закрыть его пылью, смешать его с землей. Этот адат, это деяние, я, например, сам помню с детства, когда старшие наши, вот, взрослые уже там старики, когда кто-нибудь выплевывался, он обязательно ногой его смешивал с землей, как бы, чтобы не видно было. Людям же неприятно его видеть, тем более это в мечети. Вот кто-то, если в те времена мог посчитать, что это никчемная вещь, там, зачем его там прятать, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, говорит, я увидел это в плохих деяниях, в числе плохих деяний. Поэтому, конечно же, если сегодня, тем более ковры, никто на этот мокроту, такой плевок в мечеть, конечно, не сделал. Если пришлось, не выдержался, вышло, то в рукав или же платок с собой иметь хорошо бывает для того, чтобы остеречь вот окружающее то место от того, чтобы она испачкалась. Вот здесь тоже мы видим, что убрать с дороги плохое, мешающее людям, это благое деяние. Уже за это вознаграждение Всевышнего Аллаха. И какие-то даже плевок где-то перед людьми, где проходят люди, находятся, это тоже из плохих деяний, от которого нужно остерегаться. Вот, однажды к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришли люди, и они говорят, как бы жалуясь тоже не скажем, но с такой досадой говорят: «Я Расулаллах, захаба ахлуд дусур бил уджур». О посланник Аллаха, говорит, люди, которые имеют какое-то материальное имущество, они, говорят, нас догнали, они опередили нас в деяниях. То есть, юсаллуна ка мусалли. Они совершают точно так же намаз, как и мы совершаем. Ва ясумуна ка насуму. Они держат пост, как мы держим пост. Ва ятасаддакуна бифудули амвалихим. И они дают садака, дают милостиню из своего имущества. Вот это то, что мы не можем делать. Это бедные люди. То есть, получается, как бы мы не равны перед Всевышним Аллахом, что ли, в воздаяниях. Если человек имеет какое-то материальное блага больше, чем других, он как бы, если он и пост держит, и намаз совершает, и еще дополнительно может какие-то расходы делать, и бедный человек как бы остается ущемленным, он не может этого делать. И в это время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает им, и это очень хороший, интересный ответ, и это ответ для нас всех, кто так и думает, что только богатым дано там построить мечеть, и за это он там рай получит, построить там дорогу или мост, провести воду, там много-много хороших деяний совершить, имея материальную возможность. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подсказывает тем, у кого нет этой материальной возможности. Посмотрите, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил им: «Авалейса кад джа'аля Аллаху лакум ма тасаддакуна бихи». А разве, говорит, Аллах Та'аля не сделал для вас, говорит, то, в чем есть воздаяние, как воздаяние за милостиню? «Инна бикулли тасбихатин садаката». Поистине, говорит, каждый тасбих, сказать слово тасбих, субханаллах, садакатан, пишется уже воздаяние, говорит. Воздаяние как за милостиню. «Вакулли такбиратин садаката». Каждый такбир, это как уже мы вначале тоже говорили, это повторяется, еще раз я тоже повторяю, чтобы мы это не считали маленьким делом. Такбир читаем, Аллаху Акбар говорим, тоже записывается как воздаяние садака. «Вакулли тахмидатин садака». И каждый тахмид говорит «Альхамдулилля» тоже садака. «Вакулли тахлилатин садака». И говорит «Ля иляха илlallah», она тоже записывается как садака. «Ва амру бил ма'руфи садака». Повелевать благое тоже садака. «Нахью анил мункари» садака. Остерегать от плохого тоже садака записывается. Вот, то есть человеку, не имеющему материальных средств, достаточно вот поминать Аллаха вот этими видами таспихов, поминание Всевышнего Аллаха, чтобы получить те воздаяния, которые он не может получить из-за того, что у него нет средств. Даже не хватая этого, в дополнение этому посланник Аллаха говорит: «Фи буд'i ахадикум садакатан
И если даже, говорит, вы удовлетворите свою страсть со своей супругой, да, исполняя свой супружеский долг, и в этом тоже вам записывается, говорит, садака, как совершение милостыни. И тут сподвижники удивились, и они говорят: «Я Расулаллах, аяти хадуна шахватаху ва якуну лаху фиха аджрун». О посланник Аллаха, говорит, человек как бы удовлетворяет свою страсть, и в этом тоже ему есть воздаяние, что ли, за это. Посланник Аллаха саллаллаху отвечает: «Араайтум лав вазааха фи харамин акана алейхи визрун». А как вы думаете, говорит, если бы он эту страсть свою удовлетворял бы, говорит, запретно, то есть совершая грех зина, грех прелюбодеяния, разве это не было бы грехом, говорит? Конечно же, был бы это большой грех, тем более это очень грязный и большой грех. Да, Аллах, чтобы мы от него убереглись. «Факазалика ида вазааха фил халял кана лаху аджрун». Точно так же, говорит, когда он свою страсть удовлетворит дозволенным, то есть со своей супругой, в этом тоже ему будет воздаяние. Вот очень интересно, да, этот хадис приводит имам Муслим. И даже в этом посланник Аллаха нас дает, да, вот рассказывает нам о том, что вот нет у меня больших средств, большие какие-то связанные с материальным, делать большие там садака, милостыни и так далее, но вот Аллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нам подсказал, в чем мы можем как бы не отстать от богатых людей, которые, там, имея материальную возможность, совершают много благих, хороших деяний, и мы тоже можем не отставать от них, совершая то же самое, вот это зикр, поминание Всевышнего Аллаха, и даже исполнение супружеского долга, и в этом тоже Всевышний Аллах нас вознаграждает. В другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ля тахкиранна минал ма'руфи шай'ан валав ан талqa ахака бивачин талиq». Вы ни в коем случае не пренебрегайте, вы ни в коем случае не считайте маленьким деянием. Из благого, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже если, когда вы встретите своего брата, чтобы вы встретили его с улыбающимся радостным лицом. Вот встретить своего брата по вере, да, любого человека встретить с радостным, веселым, улыбчивым лицом, не считайте это, говорит, никчемным делом, не считайте это маленьким делом. Даже это деяние даже считается уже благим деянием. Вот. И этот хадис тоже передает имам Муслим. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю сулама мина наси алейхи садака». То же самое вот повторяется. И этот повторяется, и здесь я тоже повторяю, этот схожий хадис, что каждый сустав, который Всевышний Аллах нам дал, за него нужно делать садака, говорит посланник Аллаха. То есть вот этот ни'мат, вот это благо, об этом мы должны помнить. Вот это сгибание рук, тела и все такое, да, встаешь, садишься. Это огромное благо, ни'мат от Всевышнего Аллаха. Понимать его только тот, кто потерял эти возможности, то есть двигать рукой, вставать, сидеть и так далее. Вот. За это ни'мат, за это благо, говорит, Всевышний Аллах возложил на каждого, чтобы он сделал милостыню. Милостыню за это ни'мат. Куллю явмин татлю алей фихи шамсу. Каждый день, которым восходит в нем солнце, говорит посланник Аллаха. Каждый день. И теперь, естественно, не каждый может материально это сделать. Но в том хадисе мы видели, да, какие насихаты были от посланника Аллаха, чтобы мы вместо садака могли сделать. И здесь тоже, в этом хадисе, чуть другие моменты тоже приводятся. Из этих моментов та'дилу байна лиснайни садака, помирить двоих поссорившихся людей, это тоже является садака. Вот. وَتُعِينُ رَجُلًا فِي دَابَّتِهِ تَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعُهُ صَدَقَةٌ. И помочь человеку сесть на его верховое животное, или же поставить какой-нибудь там товар, там, ну, там, мешки, там, чего-то, помочь ему нагрузить, это тоже является садака, говорит. وَالْكَلِمَةُ طَيِّبَةُ صَدَقَةٌ. И хорошее слово тоже садака. Вот сейчас возвращаясь к тому, что мы перечислили, вот та'дилу байна снайни, помирить двоих поссорившихся, в этом тоже есть садака. То есть человек, у него нету там миллионов, миллиардов нету, у него нету таких средств, чтобы заслужить перед Всевышним Аллахом какие-то большие воздаяния, сделал огромные такие там, да, вот, благие деяния, связанные, да, с материальным. Но у него есть возможность помирить двух поссорившихся. Идешь, поссорившихся, помирил, и
записывается тебе как милостыня, записывается тебе как исполнение благодарности за тот нимат, который суставы нам Всевышний Аллах дал, можем их двигать, записывается за это уже как благодарность тоже. Поэтому вот это вот помирить двоих тоже, здесь хочется чуть акцент на этом тоже сделать, это является одним из благих деяний. И у нас бывает так вот, двое поссорились, наверное, сами разберутся. Нет, они не разберутся сами, они разберутся сами с вашей помощью. Надо идти и постараться их помирить тоже. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда слышал, что где-то какой-то вот скандал произошел между какими-то племенами, и он не ждал, что его позовут. Да, его и звали тоже на такие места. Он когда услышал, он сам уже ходил в это место и примирял людей тоже. Поэтому вот это судно является нам тоже. И то, что даже дозволено ложь, чтобы примирить двоих людей, ее тоже надо использовать. Ложь, она вообще запретна, харам, это очень грязный, нехороший поступок, да? Но чтобы примирить двоих поссорившихся, эта ложь допустима. То есть, каким образом? Например, двое там поссорились, поругались, там даже и подрались, допустим, и в гневе сказали друг другу очень нехорошие слова. И матерщина там была, и все такое. И когда они разошлись тоже, дополнительно, вот две группы бывают, да, одна группа того разнимает, другая группа этого разнимает. Уже тот человек не слышит, что этот говорит, и это тоже не слышит, что я говорю. Ну, эти люди рядом, которые слышат, что слышат обычно, да, я его так не оставлю, я ему еще так сделаю, еще там плохие слова и плохие слова. Вот является большой ошибкой. Вот иногда что происходит, да, у нас? Вот человек услышал вот эти слова, которые тут был, хотя тот в адрес кого-то звучало, не слышал, и идет к нему и ему рассказывает, как будто ему доброе дело. Ты знаешь, он про тебя еще после вашей драки, он про тебя еще столько сказал. Он сказал еще с тобой так-то сделаю. Так делать вообще категорически нельзя. Это очень подлый поступок. Вот этот момент, ложь, которая разрешена шариатом, нужно использовать. Что нужно сделать этому человеку, который слышал все, что он говорит про того плохое? Пойти к тому и сказать, ты знаешь, он потом успокоился и очень жалел, что тебе много наговорил, очень жалел, что он с тобой подрался, допустим. Вот эту вещь надо сказать. И тот, хоть ему ответит, да пускай он хоть жалел, я его не оставлю, я ему там что-то еще хуже сделаю, обратно возвращается, приходит к нему и говорит, ты знаешь, я пошел к нему, и он тоже жалел, что тебе плохие слова сказал, пожалел, что там в гневе там ударил тебя или еще что-нибудь, и хотел бы извиниться. Вот что нужно сделать тем людям, которые хотят примирить людей. Поэтому доносить от этого человека до того, что еще тот человек не слышал, это знаете, вот горит костер, и туда еще он керосин наливает. Когда костер горит, есть опасность пожара, надо туда воду наливать, тушить надо его. Поэтому здесь тоже та ложь, которая дозволена, надо ее таким образом использовать. Вот это вот такое деяние совершить, это является садакой, это является милостыней. И естественно, не каждый тоже умеет этот маслихат делать. Если вы знаете человека, который умеет хорошо, опыт имеет, чтобы мирить людей, лучше обратиться к таким людям. Конечно же, на первом месте это бывает у нас аксакалы, взрослые люди, имамы, алимы, надо их помощь в этом же использовать. Вот это другое слово, которое посланник Аллаха говорит, помогает человеку сесть на верховое животное или же помочь ему нести какую-то там, загрузить это животное его товаром, если он там много, да, вот, поднять мешок и так далее. Это тоже например, в наше время можно использовать, например, в сельской местности. Человек там, например, на машине ему нужно загрузить, например, сено привезти. Вот. Нет у меня никаких денег, большие дела делать, вознаграждать. Иди помогаешь своему брату, соседу, другу, загрузить сено, разгрузить его дома. Огромное воздание за это получает человек. Вот. Поэтому этими вещами нам нельзя пренебрегать. И хорошее слово, оно тоже является садакой. Хорошее слово — это ассаламу алейкум сказать. Дуа за своего брата по вере сделать. Зикр, поминание Всевышнего Аллаха сделать. Коран читать. Вот эти калимату тайиба, вот это вот хорошие слова, они тоже записываются садакой, милостыней, и Аллах вознаграждает за это тоже. И каждый шаг, который человек делает к совершению намаза, то есть идя к мечети, за каждый шаг тоже Всевышний Аллах пишет ему садака. Вот. То же самое, да, можно сказать, из всего до сих пор перечислим, никакой возможности у меня ничего не было садака сделать, ту милость, за то благо, которое Всевышний Аллах мне дал, вот эти суставы, 360 суставов, да, просто иду к мечети,
За каждый шаг Аллах Та'ала мне записывает садака, милостыню, и этим самым тоже я как бы восполняю ту благодарность, которую Всевышний посланник Аллаха как бы возложил на нас за то, что дал Всевышний Аллах нам ни'мат от этих суставов тоже. Ватумитуль аза анит тарик садака, и убрать с дороги то, что мешает людям, это тоже является садакой, тоже является милостыней, как об этом было сказано. И еще это повторится, потому что в этом это очень такое, знаете, благое деяние. Вот. Теперь другой хадис. Вот этот хадис, который мы рассказали, это его передал имам Муслим. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман гада иля аль-масджиди авраха, а'адда Аллаху лаху фил джаннати нузулан, куллама гада авраха». Когда человек, вот то же самое, здесь тоже, уважаемые братья и сестры, обратите внимание, важность от этого высказывания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: кто говорит в начале дня пойдет в мечеть, или же говорит в вечернее время, в конце дня пойдет в мечеть. Для чего пойдет в мечеть? Совершит намаз, читает Коран, получить знания, участвовать в каком-нибудь маджлисе знаний, где вааза насихата делают. Или же утром, или же вечером с таким намерением, когда человек идет в мечеть, или же просто там и'тикаф находится, пребывание в мечети ради Всевышнего Аллаха. А'аддаллаху лаху фил джаннати нузуля. За это Всевышний Аллах приготовляет ему угощение, говорит, в раю. Каждый раз, когда он ходит в начале дня, и каждый раз, когда он идет в эту же мечеть с этими же намерениями, в вечернее время тоже. То есть вот мечети — это дома Аллаха. Да? Когда к нам гости, когда приходят, мы что делаем? Да? Самое, что у нас есть, мы туда ставим. Да? Вот самое лучшее, там, то, что там запасы держим, если вдруг гость придет, и ставим. Да? Вот, потому что уважение к любым гостям у нас большое. Да? Наша религия тоже это требует, да, от нас. И когда мечеть является домами Аллаха, каждый, кто в эту мечеть приходит, он тоже является гостем для Аллаха. И Всевышний Аллах ему в раю готовит угощение. Поэтому каждый раз, когда мы захотим, например, совершить дома намаз, имея возможность пойти в мечеть, нужно вспоминать об этом, что если я пойду в мечеть, Всевышний Аллах мне в раю уже готовит угощение. Самые лучшие угощения тоже. Вот. Тоже призывание к тому, чтобы мы не считали это маленьким делом, заходить в мечеть, слушать проповеди, получать знания там тоже. Далее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Я ниса аль-муслимат, ла тахкиранна джаратун ли джаратиха валау фирси нашатин». О, говорит, женщины, мусульманки, не считайте, не пренебрегайте, не считайте маленьким, значит, давать садака, милостыню своей соседке, хотя бы это, если будет копыта от барашки. То есть там два момента есть. Вот если женщина подумает, если своей соседке я эту барашки на копыта дам, это же маленькая, ну как-то не то будет, да. Если она дала, например, да. Второй момент, если той женщине соседка принесла это, она пускай не считает, что там одно копыто принесла маленькое, пускай она тоже, говорит, не считает маленьким это дело. Это все равно приятно, это тоже, например, какая-то еда получается. То есть за это тоже воздаяние от Всевышнего Аллаха есть. Поэтому не стоит им пренебрегать, и, конечно же, надо придерживаться этого. Этот хадис, который передает его имам Бухари и Муслим тоже. Вот этот момент, где мы не считали, да, вот никчемным, не считали никаким маленьким деянием, вот этот хадис тоже очень интересный, обратите на это внимание тоже. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что человек, говорит, однажды человек шел, и его охватила сильная жажда, он хотел сильно пить. И нашел, говорит, колодец. Колодец такой, там спускаться нужно, и оттуда его набирать, с трудом тоже набирать и напиться. Он спустился в этот колодец, напился, вышел, и видит собака. Она, говорит, от того, что по ней видно было, что она сильно хочет пить. Она там облизывала землю, и он посмотрел на нее и говорит: это, говорит, животное, эта собака, говорит, она дошла до такого же состояния, в котором я сам находился. И он опять спускается вниз и набирает свою там обувь, воду, держит его ртом и поднимается наверх и поит эту собаку водой. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Фашакар Аллаху лаху фагафара лах». И Всевышний Аллах принял от него это деяние, вот это добро, которое проявил к этому животному.
и простил ему, говорит, простил ему грехи. Представляете, сделал благое, хорошее дело по отношению животного, собаки, и Всевышний Аллах простил его грехи. Это же самое большое благо, да, счастье, вот, прощение грехов. Вот, казалось бы, чтобы Аллах простил грехи, там много вещей нужно делать. Мы не знаем, за какое деяние Всевышний Аллах нам может простить грех. Поэтому нельзя пренебрегать и считать маленьким какие-то вот такие деяния тоже. Когда это услышали сподвижники, они говорят: «Я Расулуллах, инна лана фил бахаим аджран». О посланник Аллаха, разве, говорит, нам вот это делая благое, хорошее по отношению к животным, тоже есть воздаяние, что ли, говорят? Они удивились этого. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает: «Фи кулли кабадин ратбатин аджрун». Каждом, говорит, животном, которое есть, ну, душа, в каждом, в чем есть жизнь, в этом, говорит, за это, говорит, есть воздаяние посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому об этом тоже нельзя задавать. Это хадис передает имам Бухари и Муслим тоже. Вот, ну, здесь тоже вот много же есть, да, вот много мы видим там бродячих кошек, бывает там голодные, там худые бывают. Если их накормим, за это там воздаяние от Всевышнего Аллаха будет. Если мы будем, кошка там, пускай она сдохнет от голода, так нельзя относиться. Или кошка, или любое другое животное, да, вот. Много интересных вещей бывает, например, в интернете там какое-нибудь животное там упало там, в воду, его глубокий колодец, выйти не может, люди помогают. Это очень хорошее деяние, которым и призывает посланник Аллаха, чтобы мы так поступали. Подобно этому хадису есть другой хадис тоже, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает такой же случай, но вместо мужчины была женщина. Она была прелюбодейка. То же самое она сделала. Спустилась в колодец, напилась, увидела, что после как вернулась, увидела собаку, которая там жаждет, хочет пить. Она спустилась обратно, наполнила свою обувь и напоила его, и Всевышний Аллах простил его за ее грехи. Это такой грязный грех, даже Всевышний Аллах за такое благое деяние простил ее. Конечно же, за такие грязные, большие грехи надо, конечно, каяться перед Всевышним Аллахом, просить у него прощения тоже, тауба делать. Без этого, конечно же, такие большие грехи не прощаются Всевышним Аллахом, но дополнительно такие деяния тоже способствуют тому, чтобы принятие нашей таубы покаяния было. Вот опять же, к тому, чтобы мы не считали маленьким делом, это убрать с дороги то, что мешает людям. Где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе говорит: «Лакад раайту раджулан ятакаллабу фил джаннати фи шаджаратин катааха мин захри тарик канат ту'зи муслимин». Вот. Я видел, говорит, человека, который наслаждался, получал райские наслаждения, получал в раю за то, что он убрал дерево с дороги, которая мешала мусульманам проходить. Знаете, убрал с дороги дерево, которое мешало. Если за то, что убрал человек, совершил такое хорошее благодеяние, Всевышний Аллах ему наделяет его раем, наделяет его райскими наслаждениями, представьте себе, как будет, если мы на эту дорогу кидаем что-нибудь плохое, там мусор и так далее, ветки, камни. Вот от этого тоже есть призыв в этом хадисе, чтобы мы остерегались, чтобы мусор не кидали. Тем более, интересно, сейчас в наше время, я видел надпись однажды: не бросайте мусор, ради Аллаха не бросайте мусор. Я думал, это как бы простой сам человек как бы от себя поставил. Оказывается, это уже, как я понял, знак официальный такой, дорожные службы даже к нам обращаются: ради Аллаха не бросайте мусор на землю, на дорогу, то есть. Убрать мусор, убрать то, что мешает на дороге людям, за это какое воздаяние мы видим из высказывания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Естественно, бросать туда что-то, кидать туда что-то, то, что будет мешать проходу, проезду на сегодняшний день людям, в этом тоже, конечно, грех будет. Поэтому надо от этого остерегаться. Наоборот, увидели камень, что-то, если мы остановимся, уберем, иншаллах, есть надежда, что мы будем за это в раю. Вот настолько это важное дело. То есть речь о чем идет здесь? О том, что мы не считали это маленьким делом тоже. А что там какой-то камень, ветку уберу с дороги? Нет, за это тоже Всевышний Аллах вознаграждает нас. Здесь другой хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, тоже нам указывает: «Аля адуллукум». Прямо так и говорит: «Аля адуллукум». Не указать ли вам? «Аля ма ямху Аллаху бихи хатая ва рафу бихи дараджат». На то, что из-за чего Всевышний Аллах прощает, стирает грехи и поднимает ему в степенях, поднимает ему дорожа.
Не указать ли вам, говорит, конечно же указать, как Баля, я Расулуллах, конечно, сподвижники. И мы тоже скажем, да, посланник Аллаха, конечно же, укажи нам, что, какие деяния есть, из-за которых Всевышний Аллах стирает наши грехи и поднимает наши степени. Сейчас кажется, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, скажет о огромных каких-то деяниях, да, посмотрите, что он говорит. Исбагуль вуду адаль макари. Это, говорит, совершать омовение, полноценно совершать омовение, когда тебе этого не хочется делать, когда тебе трудно делать. Обычно у нас мы на омовение можем делать, когда мы совершать идем намаз, но быть в омовении же всегда это хорошо. Тем более, если холодное время, холодная вода, совершить омовение тяжело, совершаешь ради Всевышнего Аллаха, это одна из причин того, что Всевышний Аллах прощает грехи и возвышает в степенях тоже. И многочисленные шаги к мечетям для совершения намаза. И это тоже является путем для того, чтобы Всевышний Аллах простил грехи и поднимает дорожа степеня. И ожидание следующего намаза для совершения другого намаза. То есть у нас время есть ничем не занято, чем это время тратить зря, пустую, лучше в это время потратить на то, чтобы дождаться до следующего намаза. Если я совершил обеденный намаз или же вечерний намаз, я ожидаю после обеденного, после аср намаз или после вечернего ночной намаз. Мне не было делать ничего не было. Я в это время нахожусь в мечети, ожидаю другого намаза, поминания Аллаха, читаю Коран и так далее. Вот это тоже то, что является стиранием грехов и поднятием степеней. Фадалик муррибат, говорит посланник Аллаха, вот это и есть, говорит, рибат. Рибат — это охрана границ. И здесь толкователи хадиса говорят, что это охрана границ подчинения своему нафсу. То есть человек свой нафс держит, как бы охранит подчинение этому нафсу. Нафс говорит, лежи, не вставай, не иди мечеть, дома соверши, а ты идешь, там, не хочется омовение совершить, ты сделал омовение ради Аллаха. Не хочется, нафс говорит, иди ложись, зачем идешь дома совершить, ты против нафса идешь совершать его в мечети и так далее. Вот это все то, что является, говорит, рибатом посланника Аллаха, охраной границ подчинения своему нафсу. Вот. И в конце, подытоживая то, что сказано, здесь еще мы пропустили еще некоторые хадисы тоже. Хочется привести еще один хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, хадис, который приводит Абу Муса Аш'ари, радзияллаху анху, аля кулли муслимин садақан. Каждому мусульманину стоит давать садака, милостыню. Вот. И, естественно, это на сегодняшний день тоже такой же вопрос у каждого возникнет. А если, говорит, ему отвечает сподвижник, спрашивает, а если, говорит, мы не найдем, говорит, чем мы смогли бы сделать садака, милостыню, тогда посланник Аллаха отвечает, я амалу би ядайхи фаянфау нафсаху вайтасаддаку. И если человек будет работать, делать какое-нибудь дело, заниматься каким-то делом своими руками, и он получает пользу для себя, и ятасаддаку, он может делать милостыню. Вот. Потом еще говорят, а если это тоже не сможет человек сделать, тогда, говорит, поможешь человеку, который нуждается, просто помочь ему, там что-то перетащить, что-то сделать, если материально у него не было возможности. В этом тоже есть милостыня. Спрашивает посланник Аллаха, если это тоже не сможем сделать, что тогда нам делать? Тогда, говорит, повелеваешь благое, и призываешь к хорошему. Для этого же много денег, там богатства же не нужно для этого. Вот просто призывай к благому, хорошее говори. А если, говорит, и это тоже не сможет человек сделать, говорит, и это тоже, если не сделает, тогда посланник отвечает, юмсику анишшарри фа иннаха садака. Ты, говорит, тогда, если вот это ничего не сделать, юмсик анишшарри, ты удержись, говорит, не делай зло, не делай плохое, и это тебе будет садакой. То есть просто плохое не делаешь, и в этом тоже есть благо. Вот удивительно это тоже. Дай Аллах, чтобы мы могли делать побольше благого, хорошего, и чтобы Аллах Та'ала стерег нас от всего плохого. Ассаламу алейкум, рахматуллахи та'аля ва баракатух.